В прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Запорожская область, окраина Орехова. Этот участок остается зоной активного боевого соприкосновения. Там успешно действует подразделение батальона «Восток-Ахмат» Министерства обороны России под командованием Вахи Хамбулатова. На кадрах с беспилотных летательных аппаратов работа разведывательных групп. Операторы БПЛА ведут круглосуточное наблюдение обстановки, в ходе которого на крыше многоэтажного здания был обнаружен флаг противника. Цель уничтожена точечным ударом FPV-дрона. Также операторы беспилотника выявили и поразили замаскированный блиндаж, вывели из строя усилитель сигнала для дронов и уничтожили склад в лесополосе. Подразделение продолжает удерживать контроль над зоной ответственности. Об этом сообщил глава в своем телеграм-канале. 80 километров водопроводных сетей прокладывают в Курчаловском муниципалитете. Для местных жителей, чья жизнь десятилетиями диктовалась ритмом колодца и кустарных систем водоснабжения, появление централизованного водопровода – вестник новой эпохи. Когда планируется завершить работы, принеся долгожданный комфорт и удобство в каждый дом, в репортаже Ахмеда Рамазанова. До недавнего времени жители высокогорных сел Курчаловского района пользовались водой вот из таких источников, которые часто пересыхали и приходилось привозить из города. Но сегодня здесь прокладываются новые современные водопроводные сети, что значительно облегчит жизнь населения района. В рамках проекта строятся водопроводные сети протяженностью более 80 километров. Параллельно предусмотрено и устройство магистрального водовода, который обеспечит стабильную подачу питьевой воды в горные и сельские населенные пункты района. Разводящая сеечу юрчу, горную юрчу. Также межпоселковую сеечу по программе запланировано. Я говорил, что водоводу централизованный, магистральный водовод. Что в последующем позволит полностью подпитать и обеспечить население горных сел Курчаловского района уже 100% водоснабжением. Данный проект является значительным шагом вперед и позволит впервые обеспечить жителей качественной и безопасной питьевой водой. Проектные решения предусматривают достаточный дебит воды, что гарантирует необходимый объем водоснабжения для населения и перспективного развития территорий. современные хлопцы это швец я адмашин цендела инсар хитош хлара бог пейд бутаган адман хаздаясан угур халхара والمغارة عمد حاجة بيرك تقردونا الخدوش يوم متيك اشتغل هو خيت خلش بو بيد جوك أدمن عسراوني تقول ويرتون طبعا أدمي دقو بروز بشير أبرشيني شير الخيد ديش حشتو يشتغل بتشان دقيقة شر خبر يشتون تدبيش بو بقردون طبعا خزني أصلا دقوم دقردون خيلردون Позитивные изменения не оставили без внимания и местные жители. Они безмерно рады и благодарят главу региона за оказанное внимание. دالا وين دين ديك بابوق وين فتح رمزان بعض سو سين كوكس قوش متك نقشة شو عايزنا يا توقي قيشين دي عار نفسكلوش دالتي هاي بيرك تيولا خي كورتهم يو لامز يز ديز مال ديز يك ديز داقت أني يز أنا اللي كورتو خي تسرالتي أنا اللي سولو داقة أنا اللي خي يتون دالوش خي تم ديلريز خلت عنا. Реализация проекта позволит существенно повысить качество коммунальных услуг, улучшить условия жизни населения и создать устойчивую основу для социально-экономического развития района. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. С первых дней выполнения служебно-боевых задач СВО участвуют чеченские подразделения Росгвардии, в том числе бойцы ОМОН Ахмат-1 Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Подразделения действуют в соответствии с приказами Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, руководства Чеченской Республики и Росгвардии.
На веренных участках обстановка находится под личным контролем. Сотрудники обеспечивают безопасность мирного населения и охрану стратегических объектов. Подразделения полностью укомплектованы всем необходимым, в том числе при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Личный состав ОМОН Ахмат-1 находится в постоянной готовности к выполнению поставленных задач. Автопарк регионального оператора «Оникс» пополнился 11 новыми мусоровозами. Работа проводится по итогам прямой линии главы после обращения жителей по вопросу неудовлетворительного вывоза отходов. Новая техника оборудована спутниковой навигацией. Это позволит контролировать маршруты и графики вывоза, а также предотвратить несанкционированные свалки. Также совместно с главами муниципальных образований проводится работа по улучшению платежной дисциплины населения. Семейная комедия «Чебурашка-2» бьет рекорды проката и уже полюбился чеченскому зрителю. Вся знакомая компания Чебурашка, Гена и, конечно, Шапокляк вернулись на экраны, чтобы в очередной раз наполнить сердца теплом, смехом и добротой. О приключениях героев и восторженных отзывах репортаж Медины Мударовой. В первые дни проката фильм уже превзошел показатели первой части. В республике Чебурашка-2 стал лидером среди новогодних кинопремьер. Во второй части ушастый зверек взрослеет, часто спорит с Геной и попадает в разные приключения. Зрителей ждет много интересного. На фильм идут всей семьей, и этот формат становится все популярнее. Ожидания такие тоже теплые, волнительные. Мы приехали с Утымкалы, спустились сюда буквально с гор, чтобы это событие было в нашей жизни в праздничные каникулы. Спустя год после событий первой части Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Новая часть повествует о том, как в поисках свободы герои понимают, что самое важное – это дом и те, кто тебя ждут. О том, что семья – это умение слушать друг друга, даже когда кажется, что все уже сказано. Присутствует элемент приключения в сюжете. И когда я читала сценарий, конечно, было неожиданно, но в то же время в какой-то момент ожидаемо, потому что я знаю этих сценаристов, какие они безумно талантливые, сумасшедшие люди, которые пишут такие истории. Добрая поучительная история и звездный состав. Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Елена Яковлева. Во второй части к ним также присоединились Александр и Матвей Лыковы. У Елены Алексеевны не было кадра, когда она появлялась бы в одном и том костюме. То есть каждая сцена – это новые костюмы и шедевры. А в шедеврах не просто существовать в жизни. Мы привыкли спортивные костюмы, свитера, брюки, удобно. А там такое было все время богатство и пиршество на мне, к чему надо было все время приспосабливаться. Большое количество локаций, сценарий, напоминающий о важности семейных взаимоотношений, доброте, верности и настоящей дружбе, не могли оставить равнодушными зрителей Чеченской Республики. Очень интересный фильм. Смешно, интересно, очень понравилось. Там были очень хорошие актеры, они весело играли. Фильм был очень интересный, красивый, несколько моментов были очень красивые. Мне очень было грустно, когда там Чебурашка. Я думала, что он сгорит, а он не сгорел. Он пошел, забрался в свой домик и там вот сидел, а потом вот Гена его спас. Мне там очень понравилось, как одна девочка закричала: «Хочу ушастика!» Новые приключения ушастика и его друзей ждут зрителей все новогодние праздники. Продолжение самого кассового фильма в истории российского проката обещает стать главным семейным событием зимы 2026 года. Медина Мударова, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Вайнаха в социальных платформах.